В прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 3 апреля. Восстановление жилья. Село Новобиной расположено в зоне, которая полностью защищена от подобных природных катаклизмов. 100 домов для семей, наиболее пострадавших от аномальных дождей, возводят в Новом Биное. Научный дебют. Наше исследование подтвердило гипотезу. Мы доказали, что детский спорт сам по себе не является травматичным. В Грозинском центре образования состоялась ежегодная конференция учеников начальных классов. Тактическая медицина. В боевых условиях все решают первые секунды. Военнослужащие объединенной группировки войск на Северном Кавказе отрабатывают навыки оказания первой помощи. Пятница – даре благословений для верующих, время, когда они могут стать ближе к Творцу. В этот день мусульмане устремляются в святыни для чтения обязательной джума молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба намаз в мечети имени любимого дяди-посланника Хамзата. В своей проповеди Адам Шахидов напомнил, что испытания приходят к человеку по воле Аллаха и часто связаны с его поступками. Он подчеркнул, что искреннее покаяние и обращение к Создателю становится причиной облегчения. Также богослов отметил, что именно в трудностях раскрывается истинная вера человека. Успешны те, кто уповает на Творца и не отступает от истины. Дальше сила Коран чуха чагоин. Аллах дейл санна шеч аго кочеш саават. Бисмиллахир рахманир рахим. Ла ин шакарутум ла азиданнакум. Валлахи алла лерин бош болдуй букуза хук аятah. الله دال شيء ترت دويب اشتاق ومينا شيء نعمة الشكر ده شيء نعمة اشكاحة شو صوت دوش عير مواتشا ديل اشاغو قوتش خليال دلح الشكر هدو خادية زقوين دال الشكر در دال خمبر بلغدار نخلر علم ناخ شريعة وشكرا مع المودنة دال وين دلخل دوش دول درج نعمتش هو ديغس بول بعرق لرق خزر دقو دوش دول كوغ دقو دوش بول كوغ دال حون دلخل دوش دول درج نعمتش دال متأخل رح احش حيز در إز دال شكر در دحون حدغ دال حارم دول شخ أحلر در إدال شكر در دحونه دال متأخل شكر ديش ولا دال حارم دول شخ لرلش شكر ديش ولا شاش وين شنبو الله دال شاشون دلش نعمتش كه شو سوت دوش عير موات شاءل ديل يلشن عليه الصلاة والسلام سيلع بوش بولش أصحابي بقيتو أولائي ديل رسول سن تيت أرغديتنا دو غر ديل دوش دولوق أم يالدو ما نزل بلاء إلا بذنب أمتي بال بصر مباتشنا تالتين خيل دوش دولوق أبا عندولش بيم وما رفع إلا بتوبة إبال داعي بين مباتشنا تارة توبة درسي بيم ديل يلشن عليه الصلاة والسلام بركة ديخشنو ديل يلشن أمة عليه الصلاة والسلام. 100 домов для семей, пострадавших от стихийного бедствия, строят в селении Новый Биной. Работа идет круглосуточно. Пока на одних участках возводят стены будущих домов, на других вовсю заливают фундаменты. Строители работают комплексно. Параллельно к жилищам подводят все необходимые коммуникации, чтобы люди могли заселиться как можно скорее. Репортаж Рабят Гайтиевой. Разрушительные паводки в Чеченской Республике оставили сотни семей без жилья. Стихия нанесла серьезный ущерб домам жителей Ножаюртовского района. По поручению главы региона Рамзана Кадырова для пострадавших развернуто строительство 100 индивидуальных домов отдельно для каждой семьи. Выбор именно данной локации также не случайен. Село Новобиной расположено в зоне, которая полностью защищена от подобных природных катаклизмов. Именно поэтому будущие новоселы смогут уверенно вселяться в свои дома, не опасаясь угроз со стороны природной среды. Работы ведутся в ускоренном темпе. Подготовлено основание под асфальтирование дорог, полностью залиты траншеи, а также начата прокладка газа, электроснабжения. Значительная часть домов уже залита бетонным фундаментом. Строители приступают к кирпичной кладке. Минимальная площадь домов составит 126 квадратных метров.
ценой поча амарцани сэрна нахан беш бухар еш решлушут тахан дина нехдина траншеж залитин ларчон фундамент залитина кибочка тулин халулин тиношду هربول خا قطع الحال سخيس وش ضغط أنا سبوخ بوش وين عبود هذا مقلا يرك خينا تعبير زوج شق بخدا قادو جيم دي حاني سلسين وش لني يدي وقت تعطي قاش الزوج فندم شوت تزدو إيش أودين وش كده ما فندم شوتنا На площадке задействованы более 60 единиц тяжелой техники и около 1200 рабочих. Строительство организовано в интенсивном режиме. Часть процесса ведется круглосуточно. Кроме того, все необходимые ресурсы для завершения работ в кратчайшие сроки уже имеются. Сдать дома планируют уже в мае, и семьи, оставшиеся без крыши над головой, смогут вернуться к привычной жизни. Ребят Гайтиева, Адлан Хусаинов, Магомед Утаков. Вести Чеченская Республика. Свидетельство о рождении, выписки на недвижимость, полисы ОМС. Пострадавшим от чрезвычайной ситуации жителям помогают восстановить документы. Специалисты МФЦ принимают граждан вне очереди, госпошлина при этом не взимается. Достаточно предъявить паспорт и по возможности сохранившиеся копии утраченных документов. О том, в какие сроки ждать оформления, в репортаже Медины Мударовой. Утеря документов для пострадавших от наводнения – это вторая волна беды. Ведь без паспорта или права собственности невозможно доказать ущерб и получить те самые компенсационные выплаты. Сегодня многофункциональные центры республики оказывают огромную поддержку. Здесь помогают людям вернуть уверенность в завтрашнем дне. Паспорта, свидетельства о рождении, документы на право собственности. В спешной эвакуации из затопленных сел спасти бумаги удалось далеко не всем, в том числе и Саламу Усманову. К счастью для него, как признается мужчина, помощь оказали оперативно. С первых дней чрезвычайного положения в регионе отделения МФЦ перешли на усиленный режим работы. Огромный поток людей в Гудермесском районе. Несмотря на загруженность, сотрудники справляются без задержек. Любой дом в Гудермесский район ишник без очереди сразу киевич волхи хажаж того чудон так массу направления 180 услуг окадон массу направления дом был бешту хусмашин общий документ что ж волшвега свое основание хотя бы документы хильчан распоряжение решение суда и шокший паспорт даш хавичан хокавой кадастр инженер шпу хидегду Росреестр взаимодействия уйдон. Специалисты понимают, без документов люди не смогут подать заявление на получение положенных компенсаций и выплат. Процедура максимально упрощена. Сотрудники помогают восстановить СНИЛС, ИНН и другие важные выписки. Аналогичные работы проходят и в Курчалуевском районе. Здесь также организован приоритетный прием граждан из зон потопления. По оперативному штабу Удандар Курчалуевской МФЦ. Так, совместно районной администрации слаженно бог добавить, но коллектив разделить на круглосуточно бог хабаш бо дам лакида хабар больше более 408 заявлений уже принятые, но с первых дней администрации района была проведена большая работа по поддержке граждан. Их задача минимизировать бюрократические проволочки для людей, которые и так пережили горе. В Курчалуевском районе пострадало на сегодняшний час 127 домовладений, 8 социальных объектов, 16 километров дорог, линий электропередач протяженностью 5700 метров, газопровод 500 метров. А на сегодня идет ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в администрации района, а также в МФЦ района. Принимаются заявления от граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации. По итогам заявления на место выезжает рабочая группа, оценивает ущерб и составляет заключение.
Подобные работы ведутся по всему региону. Множество людей уже получили помощь, и документы находятся в процессе восстановления. Любой пострадавший может подать заявление о назначении выплат финансовой и материальной помощи как на месте, так и через сайт госуслуги. В настоящий момент пострадавших районов филиала МФЦ работают в круглосуточном режиме. Помимо этого, в отдельных сельских поселениях задействована мобильно-выездная группа МФЦ для приема документов. Кроме того, для удобства населения на официальном сайте МФЦ Чеченской Республики и в социальных сетях размещен QR-код и ссылка для прямого перехода на страницу для подачи заявлений на портале госуслуг. Впереди большая работа по реконструкции социальных объектов и выплате компенсаций, но самое трудное уже позади. Республика возвращается к привычному ритму жизни. Медина Мударова, Маусар Хаджиев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Братство народов особенно ярко проявляется в моменты беды, когда люди протягивают руку помощи тем, кто в ней нуждается. Представительство главы Чеченской Республики в Татарстане при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провело масштабную гуманитарную акцию в Дагестане. Местным жителям, пострадавшим в результате стихийного бедствия, передали 22 тонны бутилированной воды «Серноводская». Организаторы подчеркнули, подобная поддержка служит важным проявлением единства и взаимовыручки между народами. В эти дни мы почувствовали братскую поддержку соседних республик и регионов нашей страны. Эту гуманитарную помощь Братской Республики Дагестан отправила представительство главы Чеченской Республики в Республике Татарстан при поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В 9 грозненских школах проходят занятия в специализированных аграрных классах. Ученики углубленно изучают биологию, химию, экологию и основы агрономии. Эта инициатива – серьезный шаг подготовки будущих специалистов для агропромышленного комплекса. О том, как устроено обучение, в репортаже Ахмеда Рамазанова. В рамках ранее достигнутых договоренностей между Департаментом образования мэрии города Грозного и Чеченским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства в общеобразовательных учреждениях столицы успешно запущены предпрофильные агроклассы. Там, где сегодня аграрные классы, это маркер инновационной школы, потому что на ближайшие 10-15 лет это самые высокооплачиваемые направления. В ходе инспекционной проверки кураторы ознакомились с организацией учебного процесса, материально-технической базой и вовлеченностью обучающихся. Особое внимание было уделено качеству образовательных программ и взаимодействию с научным сообществом. Создание специалистов для агропромышленного комплекса – это стратегическая задача в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В нашем регионе особое внимание развитию этой сферы уделяется внимание главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Работа в сельском хозяйстве нашей республики всегда считалась благородной, однако сегодня наша задача сделать аграрный кластер современным, востребованным и высокотехнологичным. На сегодняшний день агроклассы функционируют на базе 9 школ города. Образовательный процесс выстроен с акцентом на углубленное изучение биологии, химии и основ агрономии, что способствует ранее профориентации обучающихся и формированию интереса к аграрным профессиям. В 6-й школе отнеслись к программе ответственно. Перед началом деятельности проекта создали все необходимые условия для изучения агрономии. В рамках этого проекта в основном у нас работа ведется по повышению квалификации педагогов, развитию нашего агрокласса, участие наших обучающихся в разных научно-исследовательских проектах. Нас очень радует, что наши учащиеся заинтересованы и стараются каждый принять участие в этом проекте. Ученица 7 класса София Таумирзаева – одна из тех, кто интересуется агрономией. Она рассказала, какой деятельностью они занимаются на специализированных уроках. Нас учат сажать, поливать, подкармливать и ухаживать за различными культурными растениями. В нашем случае это плодовые деревья. Сегодня мы посадили несколько деревьев. Еще у нас в планах посадить разные цветы. Наши проекты – это командная работа, где мы всегда вместе все делаем. Благодаря функционирующим агроклассам у школьников появляется возможность не только получать знания, но и применять их на практике, формируя интерес к аграрной сфере. Ахмед Рамазанов, Шамсуди Жабраилов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика.
Шаид Джамалдаев вручил благодарственное письмо парламента Чеченской Республики матери народного писателя Асламбека Тугузова Зинаиде. Награждение состоялось в теплой домашней обстановке. Спикер законодательного органа выразил благодарность Зинаиде Тугузовой за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения и значительный вклад в воспитание достойного гражданина. В ходе встречи Аламхади Лисаев также передал ей почетную грамоту Союза писателей, символ признания ее заслуг как матери, воспитавшей талантливого литератора. По поручению председателя парламента Чеченской Республики благодарственное письмо Тугузовой Зинаиде Асхабовне за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения и значительный вклад в дело воспитания достойного поколения на благо Чеченской Республики. Председатель парламента Чеченской Республики Шаид Джамалдаев дал. В Грозном состоялась 9-я отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов республики. Делегаты подвели итоги пятилетки и определили вектор развития на будущее. О том, какая стратегия выбрана для защиты прав работников и как сегодня выглядят ряды профсоюзов, в репортаже Лидны Джамалдиновой. В Доме профсоюзов сегодня многолюдно и торжественно. Гости со всего Северного Кавказа. Более 200 делегатов собрались здесь, чтобы подвести итоги пятилетки и определить вектор развития крупнейшего объединения трудящихся региона. 9-я отчетно-выборная конференция началась с приветственного адреса главы Чеченской Республики, в котором он подчеркнул, что профсоюзы – это фундамент стабильности и надежная опора для каждого работника. Позвольте зачитать приветственный адрес главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, участникам, гостям конференции. Приветствую вас на 9-й отчетно-выборной конференции Республиканского союза Федерации профсоюза Чеченской Республики. Профсоюзное движение Чеченской Республики по праву занимает важное место в системе социального партнерства, являясь надежной опорой в деле защиты прав и законных интересов человека и труда. Сегодня Федерация профсоюзов объединяет более 133 тысячи человек и демонстрирует устойчивую и результативную работу по ключевым направлениям обеспечения занятости, соблюдения трудового законодательства, своевременного оплаты труда и укрепления социальных гарантий. За отчетный период проделана значительная работа, практически 100% охват коллективного договорным регулированием развития многоуровневой системы социального партнерства, эффективная правозащитная деятельность и контроль за условием труда. Все это конкретные результаты, за которыми стоят защита прав граждан и повышение качества жизни людей. Профсоюз Чеченской Республики также последовательно участвует в решении задач социально-экономического развития республики. Отдельно хочу отметить, что Федерация профсоюза Чеченской Республики выстроила эффективную систему взаимодействия с органами государственной власти. Работодателям и общественным институтам, обеспечивая последовательную защиту прав трудящихся и укрепление позиций профсоюза движения в регионе, уверен, что и в дальнейшем Федерация профсоюза Чеченской Республики будет оставаться авторитетной и эффективной организацией, способной оперативно реагировать на своевременные вызовы и достойно защищать интересы трудящихся. Желаю делегатам конференции плодотворной работы и конструктивного решения и новых достижений во благо Чеченской Республики и во всей России. С уважением, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. История профсоюзного движения началась более века назад, как ответ на бесправие рабочих. В 2026 году его миссия не изменилась. По сути, это добровольное объединение граждан, созданное для одной цели – коллективной самообороны. За последние 5 лет профсоюзное движение республики не просто сохранило свои позиции, но и показало уверенный рост. В условиях пандемии и внешних экономических вызовов организации удалось стать реальным связующим звеном между государством и обществом. Главный итог этой работы – доверие людей, которое выражается в конкретных цифрах. Цифры в отчетном докладе председателя Совета профсоюзов Чеченской Республики говорят сами за себя. Численность профсоюзных рядов превысила 133 тысячи человек. Почти 3 тысячи работников получили квалифицированную юридическую помощь, а тысячи семей смогли отдохнуть в лучших санаториях страны по льготным программам. Для профсоюзов всегда были, есть и останутся основные направления – это достойная заработная плата, достойное рабочее место, безопасные условия труда. Естественно, профсоюзы, как всегда, будут инициировать
все те вопросы, связанные с улучшением благосостояния человека труда. Безусловно, в нашей республике, этому глава Чеченской республики, Герой России Рамзан Ахматович уделяет пристальное внимание. С этой точки зрения нам очень легко, потому что работодатели, руководители министерств, ведомств, они точно знают, что соблюдение прав человека труда, особенно для главы Чеченской республики Героя России Рамзана Ахматовича, это первоочередной вопрос, который он постоянно держит на контроле. Особое внимание в тот период уделялось охране труда и социальному партнерству. Сегодня в республике практически на каждом предприятии, где есть ячейка, действует коллективный договор. Документ, который гарантирует человеку безопасное рабочее место и достойную оплату. Важным пунктом повестки стала и гуманитарная миссия, поддержка участников специальной военной операции и их близких, формирование молодежного кадрового резерва. Работа Федерации региона за прошедшие 5 лет единогласно признана удовлетворительной. Несмотря на все трудности, которые выпали на этот 5-летний период, это и действительно выход из ковидной ситуации, и начало специальной военной операции, я хочу сказать, что Федерация профсоюзов Чеченской Республики находится на очень хорошем счету. За это время удалось не только сохранить организацию, но и нарастить членскую базу, увеличить заработную плату работников, появились новые каналы коммуникации. Одним словом, сегодня Федерация профсоюзов Чеченской Республики – это развивающаяся организация, что, конечно же, само по себе очень хорошо. Кульминацией встречи стала процедура голосования. Делегаты вновь оказали доверие действующему лидеру. Хусейн Салтагиреев переизбран на пост председателя единогласным решением. Председателем профобъединения избран Салтагиреев Хусейн Гиланович. В завершении встречи за вклад в развитие движения лидеру профсоюза в России Сергею Черногаеву вручили юбилейную медаль «100 лет Федерации профсоюзов Чеченской Республики». План на ближайшие 5 лет уже намечен. Завершив конференцию, делегаты направились к мемориальному комплексу Аллеи Славы. В знак уважения к истории региона и признания фундаментального вклада в мирную жизнь Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова они почтили его память. От детского спорта до эпохи динозавров. Темы самые разнообразные. В Грузинском центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялась школьная научная конференция «Маленький шаг в большую науку». Свои проекты представили учащиеся младших классов. О том, как прошел научный дебют юных исследователей, в репортаже Мадины Кураевой. Юные исследователи с 1 по 4 классы собрались на ежегодную конференцию, чтобы представить свои проекты. Каждый ребенок подготовил доклад, презентацию и папку с материалами, а жюри оценивало их работы по содержанию, оформлению и оригинальности. Наше исследование подтвердило гипотезу. Мы доказали, что детский спорт сам по себе не является травматичным. Травмы случаются только при нарушении правил, отсутствия разминки или невнимательности. Серьезных травм в нашей школе за 3 года не было. Даже в опасных видах спорта при соблюдении правил риск минимален. И самое главное, 88% наших одноклассников считают спорт безопасным, если соблюдать правила. Темы проектов разнообразные, от науки и природы до спорта и истории. Так, ученики 4 А класса Абдуллах Кадыров и Якуб Бисаев представили учебно-исследовательскую работу «Детский спорт. Травматично или нет?». Ребята изучили, какие виды спорта безопасны для детей, а где риск травм выше, и сделали свои выводы на основе статистики и наблюдений. Мы разработали вот такие памятки. Памятка «Золотые правила юного спортсмена». Спорт не травматичный, если слушать тренера. Нам очень сегодня понравилась эта конференция, и мы еще хотим в них участвовать. Мне понравилась тема моего исследования. Я бы еще раз хотел принять участие в этих конференциях. А вот ученику 1 Б класса Юсуфу Мацуеву удалось увлечь всех проектом «Удивительный мир динозавров». Он рассказал о том, как жили эти гигантские создания, чем питались и какие виды до сих пор вызывают интерес ученых. А вот
Ты можешь назвать нам динозавра, который ел траву? Никогда не ел листья. Анкилозавр, стегозавр, трицератопс, брахиозавр. Каждая работа сопровождается яркой презентацией. Жюри отмечают тщательность исследований и умение детей интересно и понятно донести свои идеи. Это своего рода образовательное мероприятие, где у детей появляется возможность показать свою заинтересованность исследовательской деятельностью. Мы также смотрим на то, как они могут коммуницировать с членами жюри, как они осознанно подходят к проектной деятельности. У них появляется дополнительная возможность представить свои проекты в других региональных или всероссийских конкурсах. Для учащихся начальной школы это хороший положительный опыт, и, естественно, они с каждым годом будут улучшать свою деятельность. Школьная научная конференция «Маленький шаг в большую науку» завершилась яркими и полезными для всех выступлениями. Каждый присутствующий слушал доклады с большим интересом. Все участники смогли ответить на дополнительные вопросы жюри. В Центре образования любознательность и творческий подход не имеют возраста. Для этих юных исследователей конференция стала первым шагом к большим открытиям. Мадина Кураева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Остановка массивных кровотечений, наложение фиксирующих повязок и эвакуация раненого – навыки, которые спасают жизни. Военнослужащие объединенной группировки войск на Северном Кавказе прошли интенсивный курс медико-тактической подготовки. О том, как отрабатывали алгоритмы спасения, в репортаже Лейлы Муртазовой. Военнослужащие объединенной группировки войск сил по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации совершенствуют навыки оказания первой медицинской помощи в рамках медико-тактических учений. Оттачивается действие как в боевой обстановке, так и в ситуации, с которыми можно столкнуться в обычной жизни. Мы проводим занятия с личным составом по тактической медицине. Отрабатываем навыки оказания первой медицинской помощи, оказания помощи в условиях боевых действий. Занимаемся профилактикой личного состава. Для профилактики мы проводим ежегодные углубленные медицинские осмотры. Для этого у нас есть свои госпиталя, также медико-санитарные батальоны и медицинские пункты. Бойцы отлично знают, что делать, находясь под огнем, чтобы спасти жизнь. Помогают им не только навыки, но и специальные средства. В боевых условиях все решают первые секунды. Находясь в опасной зоне, военнослужащие используют жгут или турникет, чтобы остановить кровотечение и выиграть время. Дальше четкий алгоритм. Стабилизировать состояние и подготовить раненого к эвакуации. Каждое движение здесь отработано до автоматизма. Офицер медицинского отдела наглядно объяснил, как действовать под угрозой. Это оказать самопомощь или боевому товарищу. Быстро оценить обстановку, остановить кровотечение с помощью жгута или турникета. Наложение жгута необходимо первый тур максимально жестко сделать. После чего записывается время наложения жгута на открытая часть тела. Лучше всего это делать на лбу или щеке. В данном случае на лоб. Дальше ты производишь осмотр. На этот раз учения прошли в формате обмена опытом. К занятиям подключился тренер по оказанию скорой медицинской доврачебной помощи, уже без тактических вводных, но с не менее важными задачами. Как провести сердечно-легочную реанимацию и даже как действовать, если помощь нужна ребенку. Если у вас есть подозрение на блокировку дыхательных путей, берете младенца, проводите осмотр ротовой полости. Если вы сможете достать предмет мизинцем пальцем, достаете, освобождаете дыхательные пути. Если вы не сможете его достать, то есть инородное тело находится достаточно в глубине, что вы не сможете достать мизинцем пальцем, в таком случае младенец переводится на живот. Нога фиксируется у вас под мышкой, вы создаете себе градус наклона примерно 40-45. Обязательно ногу фиксируете под мышкой, проводите 5 касательных ударов по межплечью. 1, 2, 3, 4, 5. Сотрудники учатся не только спасать товарищей в боевой обстановке, но и оказывать помощь гражданским лицам, находясь вне службы. Каждый из них смог сам лично в очередной раз проверить свои возможности. Опыт, который мы получаем при оказании медицинской помощи, мы его применяем и в гражданское время, находясь вне службы. Все это помогает. Сегодня тоже подчеркнули много нового по оказанию помощи гражданскому населению, с младенцами, как оказывать помощь.
постоянно совершенствуемся. Подразделения, входящие в объединенные группировки войск сил, на регулярной основе расширяют свои знания и выходят за рамки служебной подготовки. Их главная задача – спасти каждую жизнь. Отметим, что 6 апреля празднуется День медицинской службы Росгвардии. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.